Повестка заседания и совета, перечень подписей для получения бюллетеней, копии бюллетеней, эти и другие документы сегодня представителями Народного собрания Ингушетии были переданы в Конституционный суд республики согласно определению суда. Помимо запрашиваемых судом документов, Народным собранием были представлены еще дополнительные документы, которые ранее суду были неизвестны. Также поданы заявления об отзыве запроса двумя депутатами парламента Ингушетии, а также заявление двух граждан об отзыве жалоб. Кроме того, подано ходатайство об отводе судьи Аюпа Гагиева, который участвовал в принятии акта, являющегося предметом рассмотрения. Помимо этого, в Конституционный суд Ингушетии подано заявление, принятое на сходе тейпов Орстхой 28 октября 2018 года. В документе делегаты выразили единогласное мнение о том, что поддерживают историческое соглашение об установлении границ, а также потребовали объединить два дела в одно производство и заявили, что для обеспечения объективности считают необходимым пригласить ученых, историков, картографов и других экспертов, заслушать их и только после этого выносить решение. Отметим, что судебное разбирательство по имеющимся заявлениям по теме определения административной границы между Ингушетией и Чеченской Республикой назначено на завтра. На сегодняшний день нами представлены два заявления об отзыве жалоб и заявлений от двух заявителей, которые были инициаторами данного судебного разбирательства. Кроме того, мы представили также заявления с подписями граждан от тейпов Арцхан. И мы также представили мою доверенность, которой Народное собрание уполномачивает меня на участие в судебном разбирательстве, назначенном на завтрашний день. Помимо этого, также мы представили заявление об отводе судьи председательствующего, которое, мы надеемся, завтра будет рассмотрено по существу, поскольку, как мы полагаем, имеются достаточные основания к тому, чтобы данное заявление было удовлетворено, и вопрос был передан на рассмотрение другому составу. Мы предоставили на сегодняшний день все документы. Сейчас мы их зарегистрировали в канцелярии. Я хотела зайти к судье, представиться, познакомиться, поскольку ранее я не участвовала в судебном разбирательстве, не имела возможности иметь контакт, диалог с судьей, меня не допустили и обратили меня в канцелярию, куда мной были сданы все необходимые документы. По какой причине я не была принята, судом мне не пояснили, но при этом сказали, что я могу сдать все документы, которыми я располагаю, в канцелярию, что я сделала. Правда, съемочную группу НТРК в Конституционный суд отказались впускать категорически. А на вопрос наших журналистов, на каком основании, ответить затруднились. А на каком основании нас не запускают? На каком основании нас не запускают? Вообще без понятия. Но вам же кто-то дал указание не запускать нас? Никто не указание давал.